Личный кабинет налогоплательщика, который можно создать на сайте Министерства по налогам и сборам, разработан для повышения качества услуг ведомства. Ведь для того, чтобы, к примеру, сдать отчетность юридическим лицам, ранее приходилось заполнять форму на бумаге, предоставлять в налоговый орган и ожидать начисления. В 2021 году уже был реализован подобный продукт. Это личный кабинет индивидуального предпринимателя. Данный сервис, он продолжает свою работу и на сегодняшний день, им активно пользуются. Хотелось бы отметить, что на 2023 год 30% налоговых деклараций, сданных индивидуальными предпринимателями, которые состоят на общем режиме налогообложения, это налоговые декларации были сданы посредством использования личного кабинета. Также мы подметили для себя, что эти 30% пользователей личного кабинета, они являются постоянными пользователями, то есть налогоплательщик, который единожды сдал декларацию через личный кабинет, он остается постоянным пользователем, не возвращается к предыдущей форме сдачи отчетности, то есть не сдает ее лично в инспекцию, а сдает ее онлайн, не выходя из дома. В будущем у нас планируется, что данный личный кабинет налогоплательщика, он будет единой платформой для всех категорий налогоплательщиков. Наряду с тем, что данная услуга позволяет решать ряд задач в режиме онлайн, декларация еще и интеллектуальная. Главный инспектор управления информационных технологий министерства Тенгиз Ангваб в пресс-центре абхазского телевидения рассказал подробно о преимуществах нововведения. Здесь такую немалую работу берет на себя машина, которая будет рассчитывать те или иные показатели. Соответственно, если мы знаем, что декларация состоит из 6 разделов плюс еще приложений, то можно уже сразу отметить, что, например, первый раздел не будет налогоплательщиком заполняться вообще. Все, эту задачу берет на себя машина. Налогоплательщику нужно будет заполнять только те показатели, которые заполнены таким сероватым цветом. Соответственно, как вы можете видеть, это уже как минимум половина декларации, можно сказать, будет рассчитана машиной. Я могу вбить любое число для расчета налога, и в дальнейшем от того, что я заполню всего лишь 2 строки, уже заполняется и сумма налога, заполняется первый раздел. Далее, если я заполню те или иные показатели по контрагентам, по организациям, которые являются контрагентами для данного юридического лица, то это будет происходить состыковка информации у нас в налоговой базе. Применение личного кабинета налогоплательщика известно в ряде стран, и, как показала практика, он существенно упрощает задачу налогоплательщиков. Инспекторы на примере уже существующего кабинета юридического лица визуально продемонстрировали его в работе. По словам ведущего инспектора управления информационных технологий Мадины Ахба, на официальном сайте ведомства есть подробная инструкция по использованию личного кабинета. Таким образом, желающие упростить налоговые операции могут ознакомиться с тем, как просто и удобно заполнять декларации онлайн. Более того, личные данные пользователей будут под многоступенчатой защитой. В личном кабинете налогоплательщика на данный момент доступны такие разделы: сдача налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и просмотр карточки лицевого счета. Инспекторы ведомства уточнили, что введенные новшества в технологических функциях сайта являются лишь предложением для налогоплательщиков, а не обязательством. Асида Малия, Абхазское телевидение.